Телеканал «Войнах», ток-шоу «Честное слово». В этой студии мы обсуждаем актуальные вопросы нашего общества и пытаемся найти на них ответы. Вопросы качественного образования все еще стоят остро перед руководством республики. Если до сих пор на первом месте были проблемы восстановления и оснащения школ, то теперь нехватки специалистов. В республику активно привлекаются педагоги из других регионов России и даже за рубежа. Кадровый дефицит во многом восполняют приезжие учителя. По этому поводу дал интервью и глава республики Рамзан Кадыров. По его мнению, многонациональной российской школе предстоит проявить свою значимость в деле сохранения и развития русского и родного языков, формирования российского самосознания и идентичности. Внимание на экран. В сентябре месяце приехал к нам в республику более 70 учителей, именно русские, так скажем. И на сегодняшний день нам необходимы они, потому что у нас с языком проблема. И мы создаем для них все условия в горных районах. Наши молодые ребята получают образование, и после этого сразу мы их тоже туда устраиваем. А так, у меня дома тоже приехала русская девушка работать в Центровскую среднюю школу. Мы вечером их приглашаем домой и обучаем языки. Есть парень, тоже молодой, из Москвы, который работает у нас в Центрове. Он обучает английский язык. А что касается специалистов, которые возвращаются, это специалисты нам нужны. Бывает приятно, когда специалист приезжает домой и говорит, что у нас созданы все условия для нормальной работы, для деятельности педагогов. Это бывает приятно. Так что у нас и уезжают из республики, и приезжают. Но по статистике, если с сентября месяца приехало в республику 70 учителей русскоговорящих, это говорит о многом. Что у нас условия, у нас безопасно. Те люди, которые возвращаются, они больше все равно скучают по родине. Это родина для них, это где они родились, они нигде живут. Поэтому они дают предпочтение родине, где они родились, и возвращаются домой. Мы их приветствуем. Сегодня мы будем говорить о проблемах школьного образования. У нас в гостях начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Чеченской Республики Марха Халимова, работники ведомства, а также приезжие учителя, которые решили продолжить свой труд именно здесь, в Чечне. Они расскажут, что подвигло их на этот поступок и как они планируют работать в дальнейшем. Не переключайтесь, все самое интересное еще впереди. Итак, первый наш гость – учитель истории и обществознания Тумкалинской школы имени Хусейна Исаева Татьяна Анатольевна Горковенко. Расскажите, как вы оказались в этом далеком горном селении? Я сейчас послушала интервью Рамзана Кадырова, который говорил о том, что родина там, где человек родился. Это слова обо мне, потому что я родилась в Грозном, и детство мое там прошло. Когда мы уехали в Ставрополь, я была еще маленькая, но самые теплые воспоминания, вы сами знаете, это воспоминания первых лет жизни. Поэтому для меня всегда Чечня была местом, о котором я вспоминала, в которое я всегда хотела вернуться. И когда возникла такая возможность приехать сюда, я, конечно, ее не упустила. Правда, предложили мне работать не в Грозном, а в школе села Итумкали, горного района. Первый раз, когда я туда попала, сначала я, честно говоря, испугалась. Суровые горы, зима. Это была зима 2010 года. Но меня встретили настолько добрые люди, что я почувствовала себя дома среди своих. И вот уже 4 года я работаю в этой школе. А чем вы занимались до приезда в Чечню? Я тоже работала в школе. Я работала в Ставропольском крае, работала в городе Железноводске, работала под Ставрополем, в Грачевском районе. В общем-то, вся моя жизнь связана со школьным образованием. А как вас приняли коллеги, жители? Почему я говорю жители? Потому что в селах все живут в тесной взаимосвязи друг с другом. Вы знаете, приняли очень хорошо, и несмотря на то, что район горный, проблемы с жильем, мне создали очень хорошие условия. Поэтому я не жалею, ни минуты не пожалела, что я вернулась туда. А сложно было работать в новых условиях, привыкать к ним? Дети везде дети, школа везде школа, поэтому говорить, что условия были какие-то новые, я не могу. А как ваша семья смотрит на такие перемены в вашей жизни? У меня сын взрослый, он уже самостоятельный, и когда я сказала, что еду в Чечню, честно говоря, он сначала испугался. А сейчас он одобряет мой поступок. А вы приехали к нам со своим коллегой, это директор Тумкалинской школы Альберт Саламович Рабуев.
Вы уехали в Итумкали из столицы республики, теперь являетесь там директором. Какой у вас коллектив? Я слышала, что он довольно интернациональный. Да, коллектив у нас интернациональный. Приехал я с Грозного, закончил Грозненскую школу, работал в Грозненской школе учителем истории в 14-й школе. Вот, мне в 2011 году предложили работать в Итумкали. Ну, я не отказался, согласился, уехал в Итумкали жить и работать. Ну, коллектив у меня, хотя он небольшой коллектив, он состоит из 20 человек, педагогический коллектив, но очень дружный. А не было конфликтов или каких-либо других инцидентов на межрелигиозной или национальной почве? Ни в коем случае не было. А есть в школе рабочие места для тех, кто надумает приехать в село? В некоторых школах именно Итумкалинского района есть рабочие места, учителя начальных классов нам очень необходимы, математики, филологи. Вот мы нуждаемся в таких специалистах. То есть добро пожаловать. Мы всегда рады. Татьяна Анатольевна не единственный учитель, который приехал работать в Чеченскую Республику и обучает детей в горных селах. Так как снежные заносы не позволили нам поехать в горы, с некоторыми из них мы поговорили по телефону. Внимание на экран. 2002 год. Чеченская Республика только восстанавливается из руин. Уцелевшие больницы, школы и дома служат приютом для выживших в войне. В далеком горном селении Кинхи продолжает работать местная школа. Тогда еще в высокогорную местность приехал молодой учитель географии Магомед Хужатулаев. 12-й год он обучает здесь ребят грамоте. Начав свой путь с простого учителя, сегодня он работает здесь директором. Каждая тропинка, ведущая к школе, является уже чем-то глубоко родным. Односельчане, коллеги и ученики полюбили его сразу. За это время они стали неотъемлемой частью его жизни. В 79-х годах мои родители здесь работали. Покойный глава Шарыйского района Мухуддин Мусалов пригласил моих родителей. Это как раз процесс восстановления республики был в 2001 году. Он пригласил их сюда работать учителями. Нас вообще 5 человек здесь работает. Вот, отец, мать, сестра, я и жена. Вот все мы приезжие с Дагестана. Люди тоже хорошие, детей много. Вот самое большое количество учащихся в нашей школе. И имеется желание дальше тоже поработать. Учителей, которые отправились работать в далекие горные села, не так много, но именно там в них нуждаются больше всего. В последние месяцы наблюдается массовое возвращение русскоязычного населения в Чеченскую Республику. Многие из них родились и выросли здесь, в Чечне. Тоска по родине привела их обратно в покинутые края. Галина Филипповна Оленевская родилась в Гудермесе, и во время военных действий она уехала из Чеченской Республики. Но в начале 2000-х годов она все-таки решилась и приехала обратно. Скажите, Галина Филипповна, как вы себя здесь чувствуете? Как всегда, прекрасно. Достаточно одной фразы. Вот мы говорим, как вы себя сейчас чувствуете. Когда я вернулась в родную Чечню, где родилась, где учила, где любила, где работала. Ну, как вернуться в родное место? Я вернулась на работу в Гудермесское педагогическое училище. И когда первый звонок был, и оглашали список классных руководителей, и когда произнесли мою фамилию, имя, отчество, и верите, вот из окружающих родителей пришли, и многие говорят, ой, как нам повезло, у нас русская учительница. Значит, как здесь встречают? А вы себя чувствуете уже коренной жительницей или все-таки приезжей? Да, я все время была коренной. А где вы работали в то время, когда вы отсюда уехали? В Ростовскую область. Каменский район, в школу, сельскую школу. Там я работала заместителем директора по учебной работе. Ну, у вас, наверное, уже богатый опыт работы. Скажите, они одинаковые дети везде? Или все-таки здесь нужен особый подход? Дети. Везде они дети. Со своими шалостями, со своими принципами. Единственное различает, только когда заиграет лезгинка, то танцуют те, которые умеют. Если барыня, то выступает, как русский танец. Поэтому, вы знаете, различий нет среди людей. Я воспитывалась в советское время. В то время, когда чувство патриотизма, интернационализма у нас закладывалось не только словами, а в плоть и кровь. И вот я уже с детства впитала в себе то, что великое вот высказывание Дидро. Нация – человек,
национальность, прозвище, будь человеком, и тогда тебя всегда будут встречать с распростертыми руками. Из 3-й гудермесской школы у нас в гостях еще Наталья Анатольевна Ильясова. Скажите, давно вы здесь работаете? В Гудермесе я работаю с 2009 года. А что вас привело в Чечню, как вы здесь оказались? У меня муж чеченец, его давно желание было приехать на родину, поэтому мы приехали сюда. Если хоть не чеченкой, то частью чеченского общества вы все-таки, наверное, себя уже чувствуете. Вы знаете, я вот русская по национальности, муж у меня чеченец, и вот у нас наша семья интернациональная, поэтому я приемлю все обычаи, традиции своего мужа. Скажите, а как вы думаете, интернациональный коллектив, как может влиять на воспитание детей? Вот я получила школьное образование еще в советское время. И нам всегда в нашем сознании было то, что 15 республик, 15 сестер нам говорили. То есть мы себя всегда чувствовали единым целым. И поэтому, знаете, вот у нас много учителей другой национальности. Даргинцы, аварцы, русские, чеченцы. И каждый раз вот что-то новое, знаете, как волна какая-нибудь... Всегда узнаешь о традициях, об обычаях. Вот Галина Филипповна сказала по поводу лезгинки. Да, действительно, вы знаете, у нас такой дружный коллектив. Мало того, что он дружный, он еще очень креативный. Поэтому вот все наши праздники мы всегда отмечаем вместе. Многие учителя приехали не по каким-то программам поддержки и развития, а по собственному желанию. Не переключайтесь, все самое интересное еще впереди. Внимание на экран. Уже полгода 22-летняя Екатерина Александрова встречает каждое утро в новом для нее городе, но уже родном и близком. Именно здесь, в Грозном, она стала своей. 3 года назад девушка приняла ислам, несмотря на уговоры родителей и косые взгляды со стороны знакомых. Успешно окончив Таганрогский педагогический институт имени Антона Павловича Чехова, Катя вернулась в родной город Ростов. Но трудоустроиться девушке в хиджабе оказалось просто невозможно. Хотела устроиться на работу, то есть в таком вот обличии, как вот сейчас я нахожусь. То есть мне отказали во всех школах моего города, Ростовской области. Я сюда приехала, я здесь, в принципе, никого не знала. Я сняла себе квартиру сама, то есть сама нашла объявление, что в эту школу. То есть сама сходила сюда на собеседование, вот. И вот так вот получилось, что я здесь работаю. Екатерина Александровна очень хорошая учительница. Я ее очень сильно люблю. Она очень хорошо объясняет, и она очень красивая. Когда урок заканчивается, я говорю ей: до свидания, моя алая розочка. Устраивали ее наши условия. Работает по сей день учителем математики, является классным руководителем в 5 классе. Она молодой специалист, старается. Естественно, мы сразу купили за ней опытного учителя математики. Дети ее приняли спокойно. Они принимают ее как учителя, не как представителя какой-то национальности, а как учителя. Екатерина Александрова сейчас находится у нас в студии. Кать, как вам в Грозном? Очень нравится. Ну, вы в своем интервью говорили, что вам помогали чеченские друзья. Ну да, у меня как бы друг есть, то есть по национальности чеченец, то есть он историк сам по профессии. Я с ним очень давно общаюсь, и меня даже когда вот была мысль сюда приехать, я к нему обратилась, говорю: ты можешь, допустим, там помочь мне чем-то? Он, конечно, говорит: ты сюда приедешь, ни в чем не будешь нуждаться. У нас такой народ, он принимает всех, доброжелательные, да. Сложно было устроиться в республике? Я особого труда не наблюдала. С жильем, с работой? С жильем, с работой, единственное, что жилье я снимаю, да, то есть бывает не хватает чего-то, но я всем довольна, на все воля Всевышнего, как говорится. Сложно общаться с чеченскими детьми и обучать их наукам? Сложно, потому что нет опыта вообще, в принципе, педагогического, потому что я только закончила институт и приехала сразу сюда. А так, как вот уже многие говорили, дети, они есть дети, балуются, шалят, это все проходит.
У нас в зале есть еще одна девушка с очень похожей судьбой, и она тоже из Ростова. Александра Владимировна Кучеренко живет уже 2 года в Грозном и работает учительницей в столичной школе номер 50. 24-летняя девушка приняла ислам и считает, что именно здесь, на чеченской земле, ее место. Саш, ваша история очень похожа на историю Кати, но вы друг с другом не знакомы. Скажите, как вы оказались в Грозном? Ну, я приехала в Грозный в 2012 году, даже не по просьбе, а по предложению моей хорошей подруги. Она жила со мной по соседству, и мы с ней дружили с самого детства. Как вы уже сказали, я приняла ислам, я приняла его достаточно давно. И после того, как я закончила учебу и стала работать в школе в своем родном селе Ростовской области, у меня также возникли проблемы. Коллектив меня трудно принимал, то есть... не знаю, как бы это сказать, не то чтобы их не устраивало, но они считали мой выбор неправильным, и в связи с чем у нас возникали трудности в общении. И моя подруга очень хорошая, она мне практически как сестра, она мне предложила сюда переехать. И я переехала. Вы уже 2 года находитесь в Чечне, да. У вас опыта больше, чем у Кати. Скажите, с какими сложностями приходилось встречаться? Ну, я не знаю, я не назову это сложностями, это жизнь, это жизненный путь. Я даже не знаю, сложности... А бывает желание бросить все и уехать обратно в родной город? Нет, конечно, не бывает, потому что, когда я пришла работать в школу номер 50, я сначала выбирала из нескольких школ. Я обратилась в несколько школ, везде требовался специалист по образованию, я преподаватель иностранных языков. И когда я пришла именно в свою школу, в которой я сейчас работаю, я говорю своя, потому что это именно моя школа, мне понравился очень коллектив. Я сразу заметила доброжелательность по отношению ко мне, теплые отношения. И даже не представляю, что будет, если я уеду, потому что и школа стала для меня родной, и город. То есть много усилий прилагать, чтобы наладить отношения в коллективе, не приходилось? Нет, конечно. В зале нашей студии много учителей, которые приехали из разных регионов России. Мне бы хотелось, чтобы каждый из вас рассказал свою историю, как вы оказались здесь, в Чечне. Я приехала из Дагестана в 2012 году. Работаю в Новогрозном, 2-я школа. Я биолог, химик, эколог. Мне нравится работать здесь. Меня приняли очень хорошо. Здесь работает прекрасный директор Наталья Дамировна Албасова. Прекрасный педагог, я бы сказала, с большой буквой. Многим русским интересно, как к ним будут относиться, если они приедут сюда. Встретим, как сказали наши коллеги, с распростертыми руками. Добро пожаловать. Если русские, находясь на территории Чеченской Республики, будут как-то проявлять свою культуру, не приведет ли это недовольству со стороны местных жителей? Культура... Недовольство вызвать ни у какой нации не должна и не может, потому что культура у человека с большой буквы одна – оставаться человеком. У нас был заключительный конкурс, районный конкурс «Учитель года». И у нас выступала Макка Бежиева. Она вначале своим мощным голосом, гортанным, горным, про Великую Чечню пела, а потом из «Золотого кольца». Ну, я и вышла, танцевала русскую. Так весь зал встал, рукоплескал, мужчины и свистели. Принимается и другая культура в нашей республике. Приезжие учителя не первопроходцы в Чечне. В советское время это была распространенная практика. Молодые девушки после института должны были 3 года отрабатывать в разных уголках страны. И нередко именно в Чечне они оставались надолго. Их благодарные ученики помнят о них по сей день. У меня, например, с 1 класса в основном были русские учителя. Например, Любовь Васильевну Шамра я помню до сих пор. Мы созваниваемся. Она сейчас уехала, живет в Ставропольском крае. После нее у меня была учительница, классным руководителем Елена Петровна. И вот моя любовь вот к ней
как бы отразилось и в моей работе. Я до того полюбила эту работу, и как-то она нас попросила написать сочинение, кем вы хотите стать. А я, к сожалению, забыла это сочинение дома, и когда она попросила сдать, ну, она как-то просила нас на листочке написать, даже не сочинение, чтобы потом, когда мы вырастем, узнаем. И забыв дома, я пришла в школу и написала: «Я буду учительницей». И моя мечта как бы осуществилась. И после этого много учителей было. Нина Наумовна, которая у нас вела математику, я никогда не забуду. Эмилия Ивановна тоже, она у нас была математиком. Когда я поступила в педучилище, классным руководителем была Надежда Григорьевна. У меня не чаяла души, это была такая женщина, просто заменяла нам всем мать. И мы никогда не скучали и не забывали. Всех я их помню по сей день, и им я очень благодарна. Я педагог с 45 лет стажа, но я отлично помню своих первых учителей. Я жил в то время в селе Гордалин Житовского района, и я помню учительницу в 2 классе Зинель Александровну. Спасибо ей. Ирина Сергеевна, Любовь Васильевна, Октябрина Андреевна. Они в горной селе по 3 года работали. С нами ходили в экскурсии. Мы им помогали дрова колоть, воду носили. Вот так мы дружно жили. Спасибо им. Я, может быть, открою такую информацию, которой не все владеют, но до 80-х годов в Чеченской Республике, в частности в городе Грозном, вообще не было учителей коренной национальности. Во всех школах работали как раз-таки русские учителя и руководили школами. Директора были русскоязычные. Также было и в профтехобразовании. В то время в учебных у нас было 35 учебных заведений профтехобразования, в которых работали и руководили этими учреждениями только русские учителя. У нас очень много было в сельской местности учителей. И, как правило, вот вы правильно совершенно сказали, эти учителя приезжали сюда, они обустраивали свои семьи здесь. И сегодня многие из них продолжают работать с удовольствием большим, обучают наших детей и делают великое дело для нашей республики. Поэтому хотелось бы сказать, когда мы говорим, что мы ждем здесь учителей, нам бы хотелось, чтобы было четкое понимание того, каких учителей мы здесь ждем. Мы, конечно же, ждем учителей, у которых будет специальное образование педагогическое, которые приедут работать по своим специальностям, которые, конечно, уважают нашу культуру и понимают, куда они едут. Все это должно, на наш взгляд, присутствовать при этом. Потому что иногда бывают такие случаи, когда люди, пользуясь добротой, уважительным отношением народа, пользуясь тем, что заключаются такие договора с учителями, вот будем говорить так, особенно в горных районах, когда нет свободного владения русским языком, и приезжают учителя с надеждой, что вот знание русского языка вполне достаточно для того, чтобы работать в наших школах. Вовсе не специалисты. У нас были такие печальные примеры, когда люди, закончившие рыбные институты, пытались преподавать английский язык. Вот таких, на наш взгляд, вещей, конечно, быть не должно. У меня тоже, как и у всех здесь сидящих, моего возраста людей, тоже классный руководитель была Валентина Федоровна. Еще в начальной школе, когда я учился, у нас была учительница Лариса Анатольевна, царство ей небесное, она недавно умерла. А мой отец был председателем родительского комитета. И у нас был автомобиль «Москвич-401». Кто взрослый, он знает, что за автомобиль. У нас была большая семья, но излишек жилья тоже у нас был. И по просьбе директора школы мой отец привел эту Ларису Анатольевну со своей дочерью к нам. У нас отдельная комната называется, как гостевая у чеченцев. Вот они несколько лет жили в этой комнате. Мы дома тоже занимались, учились, особенно русскому языку. Потому что сегодня я уже чувствую вот эту разницу. Языковый барьер вот этот не дает нашим детям нормально осваивать вот эти уроки. Отрадно, конечно, что вот эти русские, я их даже не могу назвать иноязычные или русскоязычные. Это наши матери, сестры. И мы всегда им рады. Особенно тем, кто вот это лихолетие не по своей воле покинул нашу республику.
И дай Аллах, что все это наладится, и все желающие вернутся и будут честно и добросовестно учить наших детей. Напомню, у нас в студии находится представитель Министерства образования и науки Чеченской Республики. И, подводя итоги, скажите, какие программы поддержки существуют в республике для учителей? Принята республиканская федеральная целевая программа «Юг России». По этой программе в ближайшие 3-4 года будет построено 32 новые школы. В 2015 году будет сдано 27 новых школ. Естественно, в эти школы нам нужны учителя. Министр образования особое внимание уделяет именно учителям приезжим. Мы сегодня принимаем учителей с образованием, конечно, нам нужны специалисты. Условия проживания предоставляют наши муниципалитеты. Они предоставляют жилье, квартиры. 1500 учителей сегодня нам нужны. В 2015 году у нас возрастет число учащихся на 14,5 тысячи. А 2016 год ожидает еще прибавление детей на 3000 человек. Делается что-нибудь по привлечению хороших специалистов извне и по их воспитанию здесь, в республике? Делается много в решении этой проблемы. У нас налажено тесное сотрудничество со многими субъектами Российской Федерации. И мы тесно сотрудничаем в плане повышения профессиональной подготовки учителей. Сотрудничество происходит на базе ведущих университетов России. Через университеты, через выпускников мы стараемся наладить вот это и привлечь как большее количество людей для образования нашей республики. Но у нас в республике есть целый педагогический вуз. Ведь ежегодно они тоже выпускают ни одного, ни двух, а огромное количество людей. Очень злободневный вопрос. Конечно, это очень серьезная проблема. Помимо того, что приглашать людей к нам в республику, надо работать и со своими учителями, надо работать очень серьезно. И для этого у нас есть и институт повышения квалификации, институт проблем образования, педагогический вуз. Кстати, в этом году впервые педагогический вуз себя попробовал и в рамках повышения квалификации учителей. Они принимали участие и оказывали нам очень большую помощь. Сегодня уже один институт повышения квалификации не может справляться с тем потоком учителей, который приходится учить. Это еще связано и с изменением закона. Если раньше можно было повышать квалификацию, право у учителя такое было 1 раз в 5 лет, то теперь он ее повышает 1 раз в 3 года. То есть почти в 3 раза увеличивается объем учителей, которых надо сегодня готовить. Да. И вот буквально сегодня мы, идя на эту передачу, вышли от заместителя министра Каимова Абдурахмана, где мы как раз оговаривали подготовку стажировочных площадок. Вот сейчас будет работать в республике, начнут работу 52 стажировочные площадки. Это как бы ведущие школы республики. Внутри этих школ будет проходить полностью и повышение квалификации, и сопровождение учительского состава, и отработка требований современного урока. То есть это будет маленькая площадка, где будет своего рода идеальный образец того процесса образовательного запускаться, который, по сути, должен быть. Мы хотим перенести педпрактику именно на эти стажировочные площадки, чтобы не просто отслеживать, как эти молодые педагоги будут готовиться к своей будущей профессии, но чтобы и школы уже могли отбирать таких специалистов, которые прошли подготовительный период именно на их площадках. Для молодых выпускников уже есть какие-то программы, по которым они могут уехать в горные села? В законе образования Чеченской Республики заложены условия, это и подъемные для тех учителей, которые уезжают, молодых учителей вообще в принципе, и стимулирующая часть оплаты труда, особенно для молодых специалистов тех специальностей, которых сегодня в районах не хватает.
И я думаю, что вот сейчас в соответствии с новым законом об образовании мы будем принимать свой новый закон об образовании Чеченской Республики. Думаю, что Министерством образования будут рассмотрены еще какие-то дополнительные такие условия и, возможно, будут разработаны дополнительные программы для молодых учителей. Есть ли в республике учительские дома и будут ли они строиться? Учительские дома есть во многих районах и предполагается их строительство. На это обращает внимание и глава нашей республики. Если говорить об учительских домах, то это Нажиюртовский район может, и Тумкалинский район имеет квартиры, может принимать учителей уже сегодня. Город Грозный обеспечивает учителей жильем. Уважаемые педагоги, пользуясь случаем, вы можете задавать вопросы в адрес Министерства образования и науки. Я хочу как раз вот задать вопрос. Я из Тумкалинского района. Да, действительно, у нас при школах есть учительские дома, но эти дома были очень давно построены. Там никаких удобств нет, там только отопление. Поэтому понятное дело, что молодые специалисты, которые сейчас приезжают, они хотят пользоваться нормальными условиями жизни. У нас несколько лет назад в районе был заложен фундамент многоквартирного дома. Фундамент есть проектно-сметная документация, но у района просто нет средств на дальнейшее строительство этого дома. Дом трехэтажный должен быть, там будет большое количество квартир, и возможно было бы тогда все наши школы, поскольку они не так далеко друг от друга находятся, и если бы специалисты жили в этих квартирах, они могли бы работать сразу в нескольких школах, не только в селе Итумкале. У нас рядом село Тазбичи 3 километра всего, Какадой тоже 3 километра. И везде у нас очень большой кадровый дефицит. Вот как-то решить этот вопрос. Это действительно очень серьезный вопрос, но здесь должно быть четкое понимание того, за кем сегодня решение этого вопроса. Да. Это вопрос муниципальной власти. И, следовательно, строительством школ, созданием условий в школах занимаются муниципалитеты. То есть забота о том, чтобы сегодня в район пришли грамотные, умные специалисты, это забота муниципалитета района. Чтобы не получилось так, что мы сегодня пришли, пообщались и разошлись, вы же можете вот эту проблему, когда приедет министр, поднять и донести, хоть какое-то влияние на это оказать, чтобы вот этот дом достроили, чтобы этот жилищный вопрос для них так остро не стоял. Естественно, эта проблема, она не останется сегодня в пределах этой студии, она будет доведена до нашего министра. Исмаил Баудинович, я думаю, человек очень такой перспективный, он найдет решение, и мне кажется, проблема тумкалинских учителей, она будет решена. На этом наше время подошло к концу. Это была программа «Честное слово». До свидания.